Вот этот нож еще хотел вот показать. Здравствуйте, да, уважаемые зрители. Вот сам не выпрыгивает из ножен, держится плотно очень. Сесть, встать, то есть движением не мешает. Это вот свободный подвес. Почему? И в то же время можно вынуть одной рукой, то есть кнопочкой упираетесь пальчиком. И в руке он уже. Покажу, как рог строгает сначала. Вот. Поближе снимать, чтобы видно было. Это что дает? Вот обычно, вот когда такой рог строгает, вот я помягче даже делал. Вот, например, чах узбекский, он мнется об него, не строгает, я просто даже пробовать не буду. Этот вот держит заточку. То есть, вот обычно, когда вот так вот строгает, вот мягче делал ножи, хватало разбирать кабана. Ну и как режет, еще покажу. Вот на камере немножко можно, на резине. Есть показатель хороший вроде. Примерно так. На чем еще буду показывать? На войлоке. Рез, то есть, вот видно, понятно примерно какой. И немножко вот покажу, как бреет. Это нога коровья. С нее вот кольцом снял, этим же ножом, кстати, снимал. Вот видно, да? Здесь нож не садится. ХС-ка. Ржавучая, конечно, она, но зато вес у него небольшой, 200 грамм, по-моему, не больше 200 грамм без ножен и 300 грамм где-то в ножнах. Я уж точно не помню, могу взвесить, если что. Длина клинка тут 17,5 миллиметров. Вот тут вот закругление сделал. Это удобно для чего? Это вот когда, если, допустим, для добора проникающий удар, он таким вот хватом держите и он не выскакивает, получается. В общем, все правится, да, еще правится вот так вот. Тут провилка такая, это из того же металла, только поотверже закалена. Можно использовать в щетках дворников. Есть такие вот железки тоже гибкие, такие, они не ломаются. Со стороны линзы правится, вот ремень просто снимаете, ставите и все. Уход какой вот, попользовались, холодной водичкой помыли и протерли тряпочкой носу. ПС-ка живучая. Ну, можно жирком смазывать, если на долгое хранение. Тут можжевельник внутри, он все микробы убивает. То есть клинок всегда приятно пахнет. В общем, всего доброго, до свидания.